Алейкум. Здравствуйте. Алло. Не жалуюсь. Дома как семья, как? Нормально. Я вижу, у тебя войнавский флаг висит. Ингушский. Не, он война. Он ингушский. Калгай. Это наши братья ингуши. Я не сомневаюсь, ты видел во мне сомнения. Они братья. Этот народ себя называет Галгай. А? Этот народ себя называет Галгай. Это флаг Галгай. Я знаю, как этот народ называется. Я испокон веков Ты знаю. говоришь, что это войнавский флаг. Это флаг. Это братья наши. Я не сомневаюсь в этом, не надо это мне доказывать. Они мои братья тоже. И грузины наши братья. Чей? И грузины мои братья. Чей? А? Чей? Мои, я чеченец, мои братья, и грузины, и ингуши. Лично твои Грузины братья? нам знаешь, как помогали, когда у нас война была? Они нам конкретно помогали, беженцам. А чеченцы что сделали для грузин в Абхазии в 2008? Брат, я тебе давай массу не будем вешать даже. Об этом не будем говорить. Почему? Нет, почему? Будем, если ты хочешь говорить. По кавказским Говори, обычаям, я тебя послушаю, ты постарше, я тебя послушаю, говори. по кавказским обычаям принято, по традиции, если человек виноват, он должен признавать свои ошибки. Потом уже его исправлять, потом уже называться братьями. Когда все исправится, все на свое место. Ты хорошо начал, да, мне понравилось. Ты сказал, что вы помните доброе дело грузинского народа, христианского народа, который после Абхазии не призвали чеченцев к ответу и не начали мстить и подлости делать. Наоборот, пришли на помощь пришли к чеченскому народу, как и ингуши к вам. Но была и 2008 потом. И опять 2000-я бригада Кадырова из чеченцев созданная, Восток. Вновь пришел в мой дом, как это в Абхазии. Вновь пролили грузинскую кровь. Вновь кричали Аллах Акбар. Уже не в Абхазии, а уже в Самочаблу, в Схинвале. Назвали грузин, душки нету, оскорбили мой народ. И к тому же станцевали лезгинку, как это они сделали в Абхазии. То есть история повторилась. После Абхазии братский чеченский народ, твоими словами, ничего хорошего не научился от грузин. Так, понимаешь, в чем дело? Когда ты говоришь одно хорошее, это приятно. Но я же тоже должен что-то хорошее видеть от чеченского народа. Да, я не сомневаюсь, что ты лично считаешь грузин своими братьями. И хвала и честь тебе за это. Но если ты это переносишь на уровне народов наших, то, извини, да, я не могу пока с этим согласиться, потому что мы пока от чеченского народа последние минуты, да, вот это, с 90-х, мы ничего братского не видели, кроме того, что еще есть опасность, вот сейчас, что Россия у нас стоит, и если еще начнутся боевые действия, то опять с Чечни Кадыров пошлет опять чеченцев. Предатели, не предатели, не имеет значения. Чеченцев опять пришлет, и уже третий раз чеченцы будут проливать грузинскую кровь. Я про это говорю, уважаемые. Это приятно, неприятно, но это история моего народа, это трагедия лично моя. У меня брат погиб в Абхазии. Я там воевал с 17-летним пацаном. И как я могу это простить народу, который не старается исправиться и признать даже свои ошибки. Признать даже. А просто мне говорят, давай об этом не будем говорить. Об этом надо говорить, потому что наши великие нам говорили, что если человек не помнит свое прошлое, он не будет помнить будущее. А знаешь, почему надо помнить прошлое? Чтобы исправлять ошибки и научиться на примере прошлого исправлять ошибки. Чтобы больше не повторить таких ошибок. Ну, я тебя услышал. Просто знаешь, каждого человека есть свое мнение, да? Сейчас, секунду. Просто, я не могу тебе сказать, что тут кто-то прав, кто-то виноват. Я, например, не пришел бы, наверное, к тебе с таким делом никогда в жизни. Помню, как вот твой народ помогал моему народу. Я это всегда помню. И
при встрече с любым грузином это говорю. Постоянно говорю. Хотя я сам не был у вас в Грузии ни разу в жизни, мне просто мои предки это всегда рассказывали, говорили, что грузины нас всегда приютили, очень хорошо с нами общались. Если бы ты пришел бы в мой дом, я бы никогда в жизни не дал бы тебя в обиду, и никогда в жизни бы не поступил бы Не так. надо меня защищать. Я сам за свою смерть и за свою жизнь отвечаю перед другими. Ну, Когда ко мне чё смерть... защищать, не защищать? Нет, Я не нужна мне твоя защита. Если вы хотите защитить нашу жизнь и смерть, просто своим говорите там в Чечне, что не идите против грузин воевать. Вот это будет от вас хорошее появление. Если ваши старцы, ваши вот эти уважаемые старцы будут молодых, как ингуши это делают. Да, ингуши, каждый старик, каждый дед, каждый отец напоминает ингушскому поколению, как грузины достойно и благородно отнеслись к ингушам, и как веками мы чтили верность. Никогда ингуши не приходили набегом на территорию Грузии, войну не приходили. В веках даже, когда они ислам, даже когда они ислам приняли, ислам, правоверный ислам, даже тогда они не поменяли свое мнение к нам. И вот это идет до сих пор верность. Потому здесь висит ингушский флаг. Но понимаешь, в чем дело? Не надо защищать мою жизнь. Меня когда где убьют, это уже мне решать, и как я этот смерть приму. Просто знаете, что делаете там в Чечне? Очень часто говорите вашим молодым ребятам об этом, что не надо враждовать с Грузией. Мы к вам домой не приходили, не убивали вас.